Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я проведу отсыпочку на такую тему. Что случится само собой, вне зависимости от вас. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок, свои временные рамки. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Итак, мои хорошие, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, вот это интересно, вот это поворот. Независимо от вас, само собой, тот, кто роет вам яму, сам туда же и попадет. Для себя роет, походу. Не для вас, для себя. Здесь какой-то очень деятельный и активный человек, я бы даже сказала, оголделый, да, вот истеричный, надрывистый, завистливый человек. Но буквально сейчас роет вам яму. И знаете, роет прям глубоко, конкретно. Еще тот крот, да, хочет прям максимально видеть вашу боль и страдания. Но этот человек даже не догадывается, под какой защитой вы находитесь. У вас защита 3 кругов. Это ваша собственная, это защита ваших родных душ, вашего рода, и это защита высших сил. Вы знаете, вот прям подскользнется на краю этой ямы и прям туда упадет, и там же его и засыпет. Это, как знаете, данность, наверное, такая. Вас вообще обижать нельзя. Вот кто вас обидит, поверьте, эти люди все жалеют. Потом рыдают, страдают, да, волосы на себе рвут, но дело уже сделано. Вас нельзя обижать. Я даже не удивлюсь, если такие слухи о вас ходят, да, что вас трогать нельзя, обижать вас нельзя. Ну вот какой-то оголделый персонаж, да, решил с вами потягаться. Вообще мне идет, что это какая-то женщина. Если вы женщина, если вы мужчина, то это мужчина. Решили вас подставить, вам навредить, вас погубить. И вообще вот, да, вот, ну, похоронить, да. Потому что очень глубокую яму роют. Но этот человек подскользнется на краю этой ямы и туда же полетит. Ну, вот так вот. Само собой случится, да, вы ничего не делали, вы вообще спиной стоите, отвернулись, вы ничего не знаете, вам даже не интересно, что этот человек делает, чем занимается. Вот как-то, знаете, вам есть чем интересным заняться. Вот, ну, вы услышите его крики, да, либо потом по прошествии времени узнаете, что тот, кто рыл вам яму, сам в нее же и попал. Там же и похоронен, да? Ну, это как бы утрирую, конечно. Хотя, кто его знает, жизнь, она такая непредсказуемая. Случиться может что угодно. Вот, ну, пусть копает, да, пусть глубже копает, дольше лететь будет и не сможет выбраться. Так, еще, само собой. Вы знаете, у кого-то к вам интерес. И этот интерес, он разгорается, ну, буквально вот как пламя огня, да, пламя костра. Все сильнее и сильнее разгорается у человека к вам интерес. Этот человек предпринимает какие-то действия, ну, буквально там пытается не встречаться с вами лишний раз. Человек пытается там отдаляться, отстраняться. Но чем дальше этот человек от вас, тем сильнее к вам тянет. И эта борьба, она уже какое-то время ведется. Тут апогей этой борьбы, когда человек просто не выдержит, ворвется в вашу жизнь и скажет: а что ты со мной сделала, да, либо что ты со мной сделал, я не могу без тебя, вот не могу ни спать, ни есть, меня так сильно к тебе тянет, вот как никому и никогда не тянуло. Ждите признания от тайного поклонника, либо ждите признания от того, кто там вознамерился, да, от вас отдалиться. Чем дальше этот человек от вас, тем сильнее этого человека к вам тянет. Вы для этого человека, ну, буквально сильнейший магнит. Такой магнит, которому невозможно сопротивляться. И опять же, действует именно так. Чем дальше отдаляясь, тем сильнее притягивает. Может быть, вы поссорились, да, вы поссорились, и
человек там типа обиделся, развернулся, ушел, уехал, там, не знаю, где-то спрятался. Вот чем дальше от вас, тем сильнее тянет. И я вижу, что человек, он прям у ваших ног и говорит: делай со мной что хочешь, только не прогоняй, да, мне нужно быть рядом с тобой. Я не могу без тебя. Вот прям со слезами на глазах мне почему-то идет, да, аж расплачется от чувств, переизбытка эмоций. Так, и еще само собой. Ну, тут что-то с домом решится, с жильем, с домом, жилище, где жить, с кем жить, как жить, на каких условиях. Кто-то разъедется, вот прям 100% люди разъедутся. Может быть, вы живете очень компактно, стесненно, на маленькой территории, как, знаете, у друг друга на головах, да. Может быть, вы живете в каких-то не очень хороших для вас условиях, условия травматичные, условия неприятные, не сопутствуют вашему здоровью, ни ментальному, ни физическому, только лишь его ухудшают. Может быть, вы, не знаю, на какой-то очереди стоите по улучшению, по расселению, ну, как бы разные люди, разные ситуации. А может быть, вы ни сном, ни духом, вас все устраивает, у вас все прекрасно, но вот время пришло вам куда-то съезжать, переезжать, либо с кем-то съезжаться, например. Не разъезжаться, а съезжаться. Вы знаете, тут так закрутит, так завертит, что вы даже не успеете опомниться. Здесь как будто бы рука судьбы такая раз залезла, все там, знаете, всех по домикам растасовала, и все, и ушла. Предложения придут, возможности придут, какие-то официальные письма, какие-то приглашения, какие-то объявления. Понимаете, тут такое будет происходить, хоть стой, хоть падай. Тут действительно ничего от вас не зависит. Здесь ну просто какой-то кромешный хаос происходит, но с хорошим таким финалом, с хорошим итогом. Разъедетесь, либо съедетесь, либо свое обретете, заедете, либо какое-то феноменальное крутое предложение получите, от которого ну просто глупо отказываться. Но вот вопрос закроется. Вы такая, знаете, хлопаете глазами и говорите: а ладно, будь что будет, да. Вот, ну а что я могу поделать? Ну если такая вот заварилась каша, да, что я могу поделать? Ну что? Сесть и упереться, сказать, что не пойду, ну это глупо, ну так нельзя, да. Вообще это же во вред мне будет. Ну вот вопрос решится, причем очень быстро решится. Не успеете как бы это начать, уже закончите, да. Потом еще долго будете в себя приходить и думать: а как так произошло? А как так могло случиться? Что за сила за этим стоит? Кто мне помог на самом деле? Кому молиться, кому в ножки падать, благодарить, да, вот такие даже вопросы будут. Ну, сама рука судьбы, я вижу именно руку судьбы. Еще, мои хорошие, от вас не зависит болтливость какого-то человека. И какой-то человек очень много будет говорить лишнего, проговориться, скорее всего, да, проговориться. И вы, ну вот даже по неволе, сами того не желая, станете обладателем очень важной, ценной и критичной информации. Как распорядиться? По-умному распорядитесь. Не надо всем про это рассказывать. Я вижу, что вы очень выгодно можете воспользоваться этой информацией. Знаете, в какой-то веке, можно сказать, повезло, что вы наперед что-то узнали. Либо узнали то, что скрыто от общей массы людей. Конечно, по-умному распоряжайтесь. Распоряжайтесь себе во благо. Смотрите, чем больше людей знает, тем меньше эффекта, тем меньше пользы. Чем меньше людей знает, тем больше эффект, тем больше польза. Вот кто знает, тот сливки снимает, да, вишенку с торта берет. Вот, ну, сами понимаете, как это работает. Но здесь прям кто-то будет чрезмерно болтлив и все прям, да, всю базу сольет. Ну, что есть, то есть. Конечно же, пользуйтесь. Пользуйтесь. Не будьте болтливыми, пользуйтесь для себя. Так, еще, независимо от вас, предатель, либо предательница очень плохо себя чувствуют. Там просто ад. Ад для этого предателя, либо предательницы. Мне почему-то кажется, что это либо дружеские отношения, либо любовного характера. Возможно, вы столкнулись с предательством в любви, либо с предательством в дружбе. Мне вот идет, что предатель как будто бы повелся на какие-то громкие обещания, на желание какой-то шикарной, привилегированной жизни,
на, знаете, вот как расширенные возможности, да, а оказалось, что там не расширенные, а максимально суженные возможности, там вообще возможностей нет, и сама по себе ситуация просто патовая. И человек сейчас просто оплакивает ту прежнюю жизнь, с которой распрощался. Да, вот так глупо, да, распрощался. Но оплакивает вас, ваше участие, вашу любовь, вашу дружбу. Вот это все оплакивает. Вы, может быть, предупреждали, да, что пожалеешь, да. Может быть, вы не предупреждали, может, просто так рукой махнули и сказали: все, больше не подходи. Ну, предал, обманул, больше не подходи. И человек понимает, что все, жизнь проиграна. Ну, опять же, да, каждый получает по заслугам. Каждый получает. Тут, знаете, в какой-то веке повезло, вы обратили внимание на этого человека, подружились, либо в отношениях были. Человек этого не понял, что ему повезло. Погналась за какими-то миражами. А теперь все, уже дороги нет, все мосты сожжены. Кушайте, да, что выбрали, то и кушайте. Смотрите, не подавитесь. Да, очень плохое состояние. И тут, знаете, вот мне еще идет, что вам кто-то либо расскажет, вот прям, проверенный человек скажет: знаешь, так плохо выглядит, прям опустился, там пьет как не в себя, либо вся заплаканная ходит, там, да, вот прям лица нет. Вы скажете: а я тут при чем, да? Я тут при чем? Это человек погнался за хорошим, пусть теперь он, пожалуйста, получает сполна. Так, еще независимо от вас, здесь какой-то важный человек проявит щедрость. Щедрость по отношению и к вам, и к каким-то другим людям. С чем это можно сравнить? Это можно сравнить с щедрым начальником, да, который там на работе сотрудникам премию выпишет, да, внеочередную, либо в принципе, да, вот просто премия. Вы там молодцы, хорошо работали, у меня классное настроение, давайте я вам денежек дам. Вот. У кого-то еще может отыграться какие-то очень крутые чаевые, которые, например, там люди поделят между собой. И еще может быть от богатых родственников какой-то подарок, да, который другие родственники тоже поделят между собой. В принципе, щедрость здесь объемная. Но если ее разделить на участников, то получается совсем ничего. По чуть-чуточке, да. Но с другой стороны, даже на это спасибо вы скажете, потому что это тоже приятно. Да, щедрость, мне идет щедрость. Так, вне зависимости от вас. Очень похоже на двух людей, которые в себя поверят, да? Они в себя поверят и в обход вас что-то начнут делать, строить, создавать. Они оба какие-то, рукожопые, извините за слово, либо, безмозглые. В общем, ничего у них не получится. Ровно ноль. Результат может еще и минусовой быть. Да, они могут вложиться и все потерять. И вы знаете, эти люди, на своей шкуре почувствовав, да, что они несостоятельны, некомпетентны, невезучие, да, они это придут и признаются, и еще прощения попросят, и еще вас на каких-то привилегированных условиях пригласят поучаствовать в их жизни, либо в их проекте, в их работе, что они там делают, чем они там занимаются. И они прямо, смотрите, и ножки, ручки вам целуют, да, очень бережно к вам будут относиться. Потому что больше потерь никому не хочется нести. Да. Люди попробовали, в себя поверили, тут же обломались, стали понимать, что ни на что не способны. А когда вот именно с вами, тогда все получалось. Тогда все было идеально. Почему? Потому что вы все делали. А человек вы способный, талантливый, да, они даже не замечали, сколько и чего вы делали. Им казалось, что вот просто так с неба упало. Да. Вот, теперь они будут знать, теперь они будут понимать и еще больше будут вас ценить. Так, и еще от вас не зависит какая-то политическая история. Тут политика, тут мировое правительство, ваше локальное, либо правительство вашей страны. В общем, там люди что-то такое вытворяют несуразное, непонятное, да, что простому смертному не понять, обычному рядовому избирателю, не знаю, как человеку. Вот. Там череда каких-то странных событий произойдет и череда каких-то странных решений, которые никто не ждал и никто не мог предугадать, предвидеть. Как-то странно эти решения ложатся на людей.
часть людей окажется в состоянии повешенного, вот вверх ногами болтаются, ничего поделать не могут. То есть эти решения их лишают привычной жизни, привычной среды, привычных возможностей. Да? Люди как вот беспомощные становятся. Но при этом другая половина людей, наоборот, из состояния повешенного встанет на ноги. Да еще и как, очень крепко встанет на ноги. То есть вы относитесь ко второй категории людей. То есть благодаря вот этой череде событий, череде принятия решений, для вас одни улучшения идут. Просто будете думать, что это мировое правительство, либо правительство вашей страны, это просто святые люди. Святые люди, которые изменили вашу жизнь, принимая какие-то странные спорные решения, которых никто не ждал. Вот. При этом еще будет какая-то волна возмущения от этих повешенных. Конечно, если ты имел все, и у тебя прям закрома ломились, и тут у тебя все ушло, пропало, конечно же, люди будут возмущаться. Но их никто не будет слушать, наоборот, их будут бить. Бить за то, что они возмущаются. Бить их будут ногами, руками, палками. И прям это будет достаточно показательно. Кто будет возмущаться, тот будет прям конкретно отгребать. Вот. Но такие довольные люди, как вы, прям будете ходить и прославлять это мировое правительство, либо правительство своей страны. То есть для вас это вообще идеальный вариант, идеальные условия. Берите по полной. Да, тут надо жадничать, тут нужно брать по полной использовать эти возможности, потому что, правительство все-таки, понимаете, да, там люди такие, которых не понять. Сегодня они решили, а завтра они могут отменить. У вас прекрасная возможность есть действительно поменять свою реальность, на будущее что-то себе заработать, либо во что-то вложиться, получить результат, да, вот прям не игнорируйте и не теряйте время зря. У кого-то, может, и на постоянку это идет, а у кого-то, прям временное, да, временного характера. Так, и еще какая-то проблема как будто бы рассосется. Была проблема, да, такая, гора. И потом раз туда-сюда, и эта гора, она уже как в тумане, а туман начинает рассеиваться, и гора начинает пропадать. Действительно, как мираж в пустыне. Знаете, я вам так скажу. Может быть, эта проблема была на самом деле не настоящей. Может быть, вы сами себе ее придумали и придумали сами, и сами же на ней крест поставили и сказали, что нет, вот она никогда мне не... Я никогда не смогу этого добиться, я никогда не смогу это получить, я никогда не смогу это решить. Да? А у других отыграется, что, возможно, все же меняется, да? Все подвластно времени. Возможно, еще вчера была проблема, а сегодня, как новый день, новые правила, условия, законы, и уже проблемы не существует. Но тут вы, конечно, очень порадуетесь, вы даже это как-то будете отмечать, вы будете с кем-то это отмечать. То есть такая прям радость, да? Проблемы нет, была проблема, теперь ее нет. Теперь на вашем пути нет этой горы. Да? Путь открыт, он чистый, он свободный. Вот ходи туда, ходи обратно, куда хочешь, туда и ходи. Никакие горы вам больше не угрожают. Дальше я вижу какого-то животного. Какое-то животное. Не знаю, кошечка, собачка, хомячок, морская свинка. Что там обычно люди заводят, попугайчик, да. Но это не рыбки. Это точно не рыбки. Может, даже не змея. Что-то такое, знаете, вот что можно потискать, да, вот пушистенькое, либо с перышками. Животное у кого-то появится. Причем это животное как будто бы не просто так идет в вашу жизнь, а как друг, как защитник, как тот, кто скрасит ваши дни. Еще раз говорю, может, вам кто-то подарит, может, ребенок с улицы принесет, может быть, вам кто-то всучит, может быть, само придет, прилетит. Живое. Я вижу, что у вас животное появится. Сначала, конечно, будет как-то, не знаю, да, а потом прям полюбите, родное становится вам это животное. И это действительно друг. Это даже больше, чем друг. Это прям как часть вас, что ли. Идеальное взаимопонимание и безусловная любовь. Да, вот такой мне знак показали. Так, еще с левой стороны. Вас кто-то начнет хвалить и превозносить, хотя вы ничего для этого не делали. От слова совсем ничего не делали.
Вам не нужна была чья-то похвала, вам не хотелось, чтобы вас кто-то там превозносил, но это произойдет. Здесь какой-то человек что-то о вас поймет, ну, либо узнает, да, может быть, как справки наведет, либо какая-то информация откроется. И этот человек, ну, прям буквально ваш поклонник, либо поклонница, и будет делать, знаете, что распространять информацию о вас, легенды будет распространять, и в коротком времени о вас очень много людей узнает, много людей будут говорить. Ну, если это, например, клиент, который в восторге от вас, от вашей работы, это прям вообще обалденный вариант, да, потому что такая реклама, она, понимаете, бесценна, да, даже за деньги такое не купишь. Но если касается чего-то другого, ну почему бы и нет? Ведь человек будет говорить правду, да? Человек же это не высосал из пальца и не придумал сам себе. Человек со своего опыта говорит, да, либо со своего понимания, признания говорит. Поэтому не стесняйтесь этого, это нормально, вы это заслужили, вы этого более чем достойны. Ну, хорошее же говорят, неплохое, пусть будет, да, пригодится. Так, еще какие-то люди... Но они расходятся, не знаю, разводятся. Тут и развод может быть, и разойтись может быть, и прервать, что общение, сотрудничество, взаимодействие. Два человека. Смотрите, это не из-за вас, абсолютно не из-за вас. Скорее всего, это судьба, да, эти люди просто не по судьбе друг другу. Либо эти люди были как перекресток, да, вот... Задание закончилось, да, вот этот опыт был получен, и теперь люди расходятся, разводятся, разъезжаются. Себя в этом не вините, вашей вины в этом нет. Мне почему-то идет какая-то любовная история, как любовный треугольник, где, допустим, девушка начала встречаться с мужчиной, с женатым, и он такой: я разведусь. И вот такая: что из-за меня? Он такой: ну да, из-за тебя. На самом деле нет. Не из-за вас, потому что этим людям пора, ну, строить свою жизнь, расходиться, и у каждого своя судьба. То же самое, например, там, мужчина познакомится с женщиной, которая не свободна, вот, и она разведется. Ну, как-то люди быстро это сделают, знаете, без там лишнего шума, надрыва. Ну, может быть, там, да, что-то поделят, но с другой стороны, мне идет как-то очень быстро, неестественно быстро. Вот. Не из-за вас. Вы не стали причиной того, что там семья распалась, либо дружба распалась, либо сотрудничество распалось. Нет, там просто время пришло. Да? Время пришло людям разойтись. Ну и время пришло тому человеку, кто рядом с вами сойтись. Да? Теперь перекресток с вами. Так, еще. Здесь человека показывают, который вас не слушает, и человек, который какие-то свои цели преследует. Может быть, человеку хочется болеть, либо, не знаю, там какую-то инвалидность получить. Может быть, хочется отдыхать, либо человек, манипулируя своим здоровьем, какие-то бенефиты получает. Да? Может же быть такое? Может. И вы, скорее всего, там просто хотели помочь, может, советы какие-то давали, а человек их просто не выполнял, игнорировал, говорил: да, я делаю, на самом деле ничего не делал. И мне вот идет, что человек начал с какого-то обмана, а закончит действительно какими-то очень серьезными проблемами со здоровьем. Когда здоровье рухнет, то уже какие-то там бенефиты будут не важны и неинтересны, потому что здоровье – это самый важный ресурс, который есть у человека. Без здоровья, понимаете, там и деньги даже не интересны и не важны. И любовь уже не важна, да, потому что нет здоровья на эту любовь. Нет здоровья деньги тратить, наслаждаться ими, понимаете. Вот человек как будто бы сам на себя накликал это все. Ну, а вы тут при чем? Все, что могли, вы делали, все ваши советы были классные, правильные. Человек не хотел слушать, теперь пусть выгребает. А это уже не ваша проблема, не ваша абсолютно. Так, еще я вижу, что какие-то сроки ожидания очень сильно растягиваются по времени. И так нужно было очень долго ждать, а сейчас еще дольше будет. Опять же, вы ничего не можете с этим сделать,
там какие-то другие люди виноваты, либо безалаберные люди, либо они что-то там бастуют, какие-то, знаете, как права свои качают. И также могут быть моменты форс-мажора, на которые прям совсем никто не может повлиять. Там плохая погода, сгорел склад, там что-то с транспортом случилось, да, что угодно может отыграться. Но вот сроки растянутся. Это не очень хорошая новость, но с другой стороны, что есть, то есть. Да? Вы ничего не можете сделать. Даже если вы пойдете и будете ругаться, ответ будет один. Это форс-мажор, мы тут ни при чем и как бы никак не ускорим. Да? Вот такой будет ответ. Так, еще от вас не зависит отношение к вам какого-то человека. Человек, который ведет себя отвратительно, омерзительно. И что бы вы ни делали, вы все равно этому человеку не понравитесь. Я вам скажу почему. Причина такого отношения и поведения – это зависть. Если зависть поселяется в сердце, считай, пропал человек. Да? Ее невозможно вылечить, ее никак невозможно диагностировать на ранних этапах. Да? Здесь уже идет именно сам по себе человек такой с гнильцой. Скорее всего, всегда был с гнильцой, либо всегда была с гнильцой. А тут как бы зависть случилась, и она прям проросла, знаете, метастазы пустила. Что бы вы ни делали этому человеку, все равно никогда хороший, либо хорошим для него, для нее не будете. И это уже все, это патология. Патология, и поэтому не тратьте свое драгоценное время, махните на этого человека рукой и вообще старайтесь не контактировать и дистанцируйтесь от этого человека. От вас ничего не зависит. Человек стал жертвой зависти. А это все произошло, потому что изначально сердце было с гнильцой. Вот и все. Нормальный человек, здоровый, полноценный, у кого чистое сердце, завидовать не станет. Да? А такой гнилой человек, конечно, будет податлив именно в зависти. Так, еще. А вот здесь показан флюгер, который указывает в вашу сторону. Ветер подует в вашу сторону. Может быть, в прямом смысле слова, там, где вы живете, подует сильный ветер. А может быть, это ветер перемен. Ага, перемены придут. Там, где не ждали, там, где ждали, спонтанные, волшебные, необычные. В общем, перемены пойдут. Флюгер показывает на вас, ветер дует в вашу сторону. Хороший знак на самом деле. Перемены – это всегда хорошо. Да, зачастую люди боятся перемен, потому что мы теряем стабильность. Но перемены, они всегда к лучшему. И у вас в жизни точно будут перемены. Хотите вы, не хотите, но перемены точно будут. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.